Всем привет, доброе утро. Сегодня будем готовить мой любимый борщик. Вот помыла, нарезала мясо на средние кусочки. Обычно люблю готовить на говядине, на косточках, но сегодня достала мякоть. Чуть-чуть тут жирок есть, но это такой вкусный будет жир. Положила мясо в холодную воду. Пока наше мясо варится, почистили картошку, сделаем зажарку и нарежем заранее капусту. Капусту добавляю в самом конце, буквально на 5 минут, чтобы она оставалась хрустящая. Так бывает вкуснее. В разогретую сковородку я добавила подсолнечное масло и ложечку, или 2 можно, настоящего топленого домашнего масла. Это бывает очень вкусно. Обжариваем наш лук, пока жарится лук, добавляем морковку и буряк. С мяса снимаем пенку, уже подошло, продолжаем дальше. Девочки, лук я люблю хорошо обжарить, чтобы он не был белым потом. Ну, в супе или вообще кабуфло-вареный не люблю. Сейчас добавлю морковку. Наша морковка, часть морковки, ну, примерно 1/3 или 1/4 часть я добавляю в конце вместе с капустой, а вот эту морковку буду обжаривать. Когда морковка почти обжарится, добавлю бурак. Я люблю все прожаривать. Вы можете делать так, как вам больше нравится. Морковка жарится, мясо варится. Смотрите, девочки, кто-то сливает первую воду. Я этого не делаю. Мясо покупаем всегда у знакомых, у проверенных людей. Видите, вода прозрачная, чистая. Бульон будет очень вкусный. Бурак тоже часть отправляем на конец готовки. Будем варить вместе с капустой, а вот эту часть будем жарить. Ну, тоже примерно 1/3, 1/4. Теперь обжариваем все вместе. Потом в конце добавлю томат, обычный магазинный, хотя мама его не любит, но без него вкусно. И добавлю свежие помидорки. Болгарский сегодня добавлять не хочу. Ну, как бы в классическом моем любимом рецепте его нет. А вы, в принципе, можете добавлять все, что вы любите. Хоть аджику, хоть чеснок, хоть уксус, хоть сахар, все, что угодно. Смотрите, какая красота. Мясо варится. Обычно я люблю варить борщ, чтобы мясо было на косточках, ребрышки или антрикот. Но у меня были антрикоты, там 2 штуки, но они были как бы замаринованные. Я их посолила, поперчила, добавила приправки и заморозила. И боялась, что вкус у борща будет не тот, поэтому добавила просто свежее мясо. Но она тоже вкусненькая будет. Помидорки нарезала, томат сейчас вам покажу. Вот такой люблю. Баночка еще раньше был тоже. Мне нравилась томатная паста с кислинкой. Я знаю, что все хозяюшки, как всегда, закончилась память. Я тут разговаривала. Вот добавила 2 ложки столовой томатной пасты. Опять буду хорошенько обжаривать. В конце добавлю помидорки. Девочки, я знаю, что все хозяйки готовят борщ по-своему, но вдруг смотрят студенты или вдруг кому-то интересно, как готовят другие хозяйки. В принципе, я не шеф-повар, я не фудблогер, я обычная хозяйка. Но мой именно красный борщ, как говорят, любят все мои родственники, соседи и друзья. Когда мы учились, обычно я для всех готовила борщ в большой кастрюле. Эта привычка осталась и сейчас. Хотя из-за этого ругается мама, но не умею я. Начинаю готовить в маленькой кастрюле, в средней, потом у меня ничего не помещается, переливаю в большую кастрюлю. Но зато потом угощаю соседей, родственников и друзей. Ничего страшного, сахар. Вот эти
помидоры я покупала зеленые. Барсик пришел помогать. Пометься, да, царапни. И пока они лежали, стали уже почти красными. Передай привет. Передай привет. Потому что все салаты и соленья и аджики мне уже надоели. Вот теперь у нас просто помидоры лежат. 5 минут обжарила томат и добавила помидоры. И тоже минут 5, минут 7 все вместе обжарила. Хочу передать привет в Ингушетию, город Назрань. Амуру. Амур, привет, если ты меня смотришь, салам ашалги. Моя готовится. Это наш психиатр. Работает в Назрани, учились вместе. Он любил шутить, на заременных борщах вырос. Прикалывался вечно. Все, наша зажарка готова. Выключаем. Нарезаю капусту. Вот капусту нарезала почти всю. Я люблю больше, чтобы густой был, чтобы ложка стояла. Картошку нарежу, когда уже мясо будет почти готово. Теперь самое главное, чтобы хорошенько проварилось наше мясо. Мясо у нас варится больше часа. Сейчас добавляю соль. 1 столовую ложку. Потом, если что, добавлю. Я еще чуть-чуть кипяток добавила в кастрюлю. И скоро добавлю картошку. Девочки, обычно я мясо вытаскиваю, когда крупные куски на костях. Сейчас, чтобы оно было помягче и чтобы сделать борщ побыстрее, я его оставлю в кастрюле. Тем более кастрюлька у нас большая. Барсик опять прискакал. Чего ты пищишь, Вот так мелко нарезала картошку. Сейчас добавлю борщик. Барсика выгнала, потому что он мне очень мешает. И закрыла дверь. Пока наш борщ варится, помыла посуду. Сейчас добавлю капусту, бурак и морковь. Через 5 минут. Я не знаю, как у других во время готовки, но у меня без барбекю не получается. На кухне бывает просто когда. Особенно если я что-то делаю из муки, то это вообще ужас. Мне нравится, когда люди так показывают, как они аккуратно готовят, у них ни пылинки, ни соринки, а у меня на кухне бывает ужас. Но в конце потом все убираю. Тем более борщ будет настаиваться минут 5-10. Девочки, вот добавила капусту, еле-еле получается в кастрюлю. Сейчас добавим нашу зажарку и будем выключать. Сейчас 2-3 минуты покипит и достаточно. Ну, вы можете варить еще, но я не люблю как бы мягкую капусту. Я люблю хрустящую. Картошка тоже наша уже сварилась. Смотрите, какая красота у нас получается. Цвет очень красивый. И вкус, надеюсь, тоже. Мясо хорошо проварилось. Сейчас добавлю черный перец. Соли оказалось достаточно. Зелень добавлять в кастрюлю я не буду. Зелень мы обычно добавляем каждый в тарелку, кто любит. Я ее вообще не люблю. Это очень вкусно. Настоится минут 5-10, хотите еще больше. Но я сразу не люблю, я буду кушать вечером. А мама, наверное, покушает. Мама борщик любит.
Черный хлеб у нас есть с семечками. Типа для худеющих. Вот они так. Домашняя сметана есть. Я люблю кислую магазинную. Вот такая зелень у нас всегда есть в холодильнике. Укроп, петрушка. Иногда красный перец острый добавляем. Соль добавляем. Можно черный перец. И в любое время, кто любит, тот добавляет себе в тарелочку. Вот наша кастрюля снова закипела после того, как я добавила зажарку. И все, я ее выключаю, накрываю крышкой. Все, девочки, готовьте с удовольствием. Всем приятного аппетита. Как всегда, пресс. Вот такой вкусный черный хлеб у нас подается в пекарне Грозно. На улице Первомайской. Зелень. И может еще аджику открою. Или просто чеснок почищу. Все, всем еще раз приятного аппетита, хорошего всем дня, отдыхайте, кушайте, будьте здоровы и счастливы. Пока-пока. Все-таки аджичка, острая, красная, вкусная, красивая. Я зря что ли готовила.